Дилишимас, приветствую. В дополнение хотел бы отметить, что политическая культура в нашей стране и ранее не была образцовой на фоне возможности писать анонимно, а значит безответственно. Но пришлые мастера жанра навешали нам столько откровенной лжи и неправды, что посеяли сомнения в дружбе и партнерстве с нашим стратегическим партнером, особенно между нашими народами. Количество политтехнологов, притянутых в Абхазии, сегодня исчисляется многими десятками, которые предопределили победителем заранее уже кандидата от власти. Навязывают нашему обществу разного рода социологические опросы, даже пришли к пониманию, что на время выборов все-таки свет, электроэнергию выключать не надо. Давление приобретает масштабы, которые выходят за рамки закона, этики и здравого смысла. Тут и желание за две недели до выборов открыть дополнительные участки за пределами Абхазии. Параллельно мы узнаем, что количество граждан Абхазии, голосующих в России, у нас, оказывается, исчисляется тоже десятками тысяч, называется цифра 20 тысяч человек. Вот на фоне растоптанного принципа равноудаленности, единственное, что интересует этих политтехнологов, так опасения, что такие выборы не будут признаны одной из сторон, а по существу всем народам Абхазии. Понимая последнее, у меня хочется задать им вопрос. А чем связаны ваши опасения? Или вы заранее знаете о том, о чем нам суждено будет ознакомиться ближе к выборам, поскольку до вашего прихода у нас ни разу ни одна из политических сторон не ставила свой проигрыш, не ставила выборные цифры под сомнение, даже если они были минимальные, буквально 0,8%. Ранее только Сурков позиционировал себя в Абхазии как генерал-губернатор. А сегодня давление уже приобретает форму прямого подчинения. Впервые нам пытаются назначить руководителя со стороны, что, несомненно, приведет к поствыборному перманентному кризису. И в этой связи у меня вопрос. Социологические опросы, которые вы, господа, проводите, выдавая желаемое за действительное, это одна сторона. Но вам-то известно реальное соотношение сторон. Вот с какой целью вы это делаете и к чему вы подводите абхазский народ? Неужели в том, чтобы показать несостоятельность нашего государства? Поскольку пока у меня других мыслей не вызывает. Вызывают сомнения, вернее. Спасибо.